Здравствуйте, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже, ребята, 12-й выпуск. И в 12-м выпуске у нас в гостях Юлия Анатольевна Меркулова, учительница химии и биологии. Нет, биологию я не веду. Учительница химии и не биологии Ластомянской гимназии Юлия Анатольевна Меркулова. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Рада наконец-то добраться до вас, потому что на следующей неделе, к сожалению, не получилось из-за состояния здоровья. Подкаст у нас... Так, кто-то там? Вот. Твои? Не знаю. Наши зрители мешают съемке нашего подкаста, но да ладно, у них не получится нам помешать. Давайте тогда начинать наш выпуск, и давайте с самого банального вопроса. Алексей. Как вы стали учителем? У меня в этом плане самый банальный ответ, судя по выпускам подкаста. Я не планировала становиться учителем. Если говорить о образовании, по первому образованию я инженер-химик. Я окончила Таллинский технический университет, получила степень магистра в сфере исконная технология и химия-технология. Потом я 2,5 года работала в лаборатории химиком, делала разные анализы и поняла, что слишком скучно. И мне подвернулась, скажем так, возможность. Предложили там одной моей подруге работать в школе, но она не могла. И поэтому я попросила у нее узнать информацию. И, в общем, таким образом я узнала эту информацию, мне передали, я отправила CV, и Андрей Анатольевич Канта пригласил меня. И вот я уже 6-й год как работаю в школе. 6-й год. То есть да. У нас прям успели побывать за эти 12 выпусков учителя с разным стажем, от пары лет до пары десятков лет, если можно так выразиться, например, Леонид Гашков. Вот скажите, пожалуйста, вот ваши 6 лет в школе, как вы думаете, где 6 лет прошли бы быстрее, в школе или в тюрьме? Чего? Это какой-то очень провокационный вопрос. В школе они явно очень быстро пролетели. Насчет тюрьмы не знаю. К счастью, у меня не было такого опыта, сказать не могу. Но в хорошем смысле прилетели бы быстро. Ну, ты имеешь в виду в школе? В хорошем смысле они прилетели? Ну, в школе. Ну, бывало разное. Ну, с таким классом, как у вас был на тот момент. Четвертый Б или когда вы у нас там стали руководителем? Нет, я стала у вас классным руководителем, если я не ошибаюсь, когда вы были в 6 классе, конец 6 класса. Да, вот. Ну, тогда, знаете, приключения только начались, да, тогда сказать, приключения, конечно, только начались. С вами мы тогда хорошо так. А вот работали. как вы вот решили, что вот вы были у нас сначала учителем человековедения, да. А потом вот взяли, стали нашим 2-м классным руководителем? Как вот вы к этому пришли? Давайте поясним вообще про тему с 2 классными руководителями. Да. В этом плане вы были уникальным классом и, в принципе, до сих пор остаетесь в какой-то степени уникальным классом, потому что вы были единственные, у кого было именно 2 классных руководителя. Не то, что классный руководитель и АБИ, а именно 2 как бы равнозначных классных руководителя. Как это получилось? Когда вы были в 4 классе, соответственно, вашим классным руководителем была Тереза Шпангольц. Она у вас вот так и была основным, скажем так, 1-м классным руководителем, пока не ушла из школы, то есть сменила деятельность. Вот, она в какой-то момент поняла, что ей нужна поддержка, что одной довольно-таки сложно быть классным руководителем, Никита не даст соврать, это иногда очень выматывает, когда тебя на каждой перемене из-за чего-то дергают, ты решаешь какие-то проблемы, которые, в принципе, не могли быть проблемами, если бы дети смогли просто сами между собой спокойно договориться, но все еще учатся этому, поэтому это как бы такой стандартный рабочий процесс классного руководителя. И вот ей потребовалась помощь, и тогда она пошла еще к директору Андрею Анатольевичу Канта, что вот, мне нужна помощь, я одна не справляюсь. И он решил тогда, поддержать эту идею, что был кто-то в помощь. И поскольку вы были с ЮГА ФИПГА класс, то нужен был человек, который владел в достаточной степени эстонским языком, работал у вас
И вот на тот момент мы с Терезой попали в один международный проект, по которому ездили в разные страны в Европе по обмену опытом между учителями. И мы поняли в ходе этого проекта, что мы можем с ней сработаться, мы на одной волне, мы поддерживаем друг друга. И таким образом, собственно, меня и утвердили вашим вторым классным руководителем. Но когда Тереза ушла, там уже я сказала, что я одна оставаться не буду, потому что помимо вашего класса у меня был еще класс малый, где дети с особыми образовательными потребностями учатся, и я понимала, что на 2 класса в каких-то ситуациях мне будет очень сложно разорваться, и тут мне нужна помощь, мне нужна подстраховка, и тогда, соответственно, мне в помощь поставили Алину Сергеевну Тарасенко, которая, соответственно, теперь вас ведет в гимназии. Ну вот давайте поговорим так коротко и насыщенно про вот симбиоз 2 классных руководителей. Угу. Ну, я конкретно имею то, что удобно ли это, не мешает ли левая рука правой руке и наоборот. Ну, здесь действительно между 2 учителями должен быть хороший коннект и какой-то основной вектор, к которому вы движетесь. Потому что если это 2 человека, у которых кардинально разные взгляды на то, как вести классное руководство и в целом на то, что надо давать детям, что не надо давать детям, это действительно будет очень сложно. Но вот в этом плане, ну, как бы мне повезло, можно сказать, потому что с Терезой вот мы в проекте поняли, что у нас есть вот эта связь. И, ну, с Алиной мы до этого как бы хорошо общались и сдружились на работе, поэтому мы тоже понимали, что у нас не будет вот таких вот ситуаций. Но там, конечно, был один нюанс, которым ученики пользовались, что я узнала, что были ситуации, когда они сначала подходили к одному классному руководителю с каким-то вопросом или с какой-то просьбой, и там человек говорил «нет». Они такие «хорошо». И они тогда шли ко второму классному руководителю, который уже это разрешал. То есть вот такие вот моменты были, они об этом честно признались уже на выпускном. Угу. Ну, можем примерно описать ситуацию, в которых такое вот происходило. Ситуацию они не рассказали. Вот, но вот, что такое было, они... то, что ходить в магазин. У нас тут просто за кадром сидит Алина Левкович, тоже Да. ученица Юлии. Ну да, но мы следили, да, за тем, что в магазин вы не ходили, но разрешали вам в каких-то экстренных ситуациях выходить. Ну, опасно было то, что кабинеты классных руководителей находились с каждой стороны. Да. С какой бы стороны школы ты не пошел, у тебя, если ты пойдешь с правой стороны, то там кабинет Юлии Анатольевны, а с левой стороны будет кабинет Алины Сергеевны. В общем, в любом случае на магазин всегда открывался кругозор. Да еще и с левой стороны был кабинет этого соцпедагога. Да. Посмотрите, аналогия с тюрьмой сама напрашивается. Аналогия с тюрьмой, она везде. Ну, везде должен быть порядок. У нас же в школе тоже есть строгие правила, которые ученики должны придерживаться. У нас прописано в коде Курти о том, что выход за территорию школы во время учебного дня запрещен, за исключением там уроков физкультуры или каких-то внешкольных мероприятий. То, что у нас часть школы нарушает это уже, это как бы плохо. Что ты сделаешь? Я думаю, любой педагог, который работает у нас в школе и у которого окна кабинета выходят на магазин рядом со школой, прекрасно видит постоянно вот это паломничество учеников за самыми священными вещами в магазине. Чаще всего это пицца. Да, пицца, которая, кстати, булочки. потом валяется вдоль школьного забора, ребята. Вот стыд и срам тем ученикам, которые кидают мусор из тех вещей, которые они потом покупают и не доносят до мусорки. Да. Причем мусорка у нас стоит прямо у входа в школу. Ну да. Да. Конечно, не хватает немного мусорок на территории школы, но... Нужно увеличить количество мусорок на входе и выходе. Да. То есть в одном месте. Немножко экологический подкаст. Так, у нас Рохелина Коля. Да, уже... я же второй представитель Рохелина Коль, то есть Галина уже рассказывала, что это такое, поэтому я повторяться не буду. Да, Но она объясняла, что это что-то Да. вроде секты. Нет, секта это слишком громко сказано. Вот. Стараемся привить любовь к природе, бережное отношение к ней, что все ресурсы, они ценные, причем неважно, какие ресурсы, это природный ресурс или это человеческий ресурс, тоже это крайне важно. То есть наши силы, наше здоровье, это тоже Рохелин Коль. Хорошо.
А вот сколько может зарабатывать лаборант после получения диплома? Все на самом деле зависит от того, в какую именно фирму ты попал, где именно ты работаешь. У меня, к сожалению, не совсем положительный в этом плане опыт. Моя зарплата была не очень высокая. То есть я получала где-то, если я сейчас правильно помню, 800 евро в месяц. Это какой год? Это, сейчас скажу, это 19-й год. Человек с высшим образованием. Да, степень магистра. Вот в 2018 году я закончила, получается, первую магистратуру. И вот, да, с марта 2018 года я 2,5 года работала в лаборатории. Сначала у меня было поменьше, там, по-моему, около 700 евро, потом как бы немного подняли. То есть я получала 800 евро со степенью магистра, то есть с полным высшим образованием. А мой коллега получал чуть больше, хотя у него было образование только бакалавр, но он работал там чуть дольше, и он работал посменно, и вот это вот сыграло роль. То есть, ну, и разница была такая, относительно ощутимая, по крайней мере, на то время. То есть, придя на работу учителем, зарплата учителя была гораздо приятнее? Поначалу нет, потому что, когда я только пришла в школу, я даже в какой-то степени потеряла немного в зарплате, потому что я пришла на полставки. Вот. И там на тот момент ставка учителя вроде бы была около 1300 или 1400, ну, соответственно, брутто, да, и, соответственно, от этого я где-то получала половину, но потом нагрузка увеличилась. У меня был период, когда я в течение 1 года вела 7 разных предметов. Вот, и там уже, конечно, да, потом зарплата стала лучше, и сейчас она гораздо лучше по сравнению с тем, что было в лаборатории. А тяжело вообще было вам переключиться с работы лаборанта на работу учителя? Это же как бы как две разные такие вселенные. Было сложно и было на самом деле страшно, потому что, ну, в лаборатории, да, действительно, у меня там один мой коллега, и все. Ну, и есть еще вышестоящее начальство, с которым периодически общаешься. А тут ты приходишь, и тебе надо вот перед всем классом, где 30 человек, что-то рассказывать. Они сидят на тебя, смотрят, слушают. И в какой-то момент, я еще вела человековедение, у меня вообще в голове не могло вообще никак сложиться. Я инженер-химик, 2,5 года проработала в лаборатории химиком, делала анализы, и тут прихожу и рассказываю детям про правильное питание, про сексуальное воспитание, про то, как общаться, и, ну, как бы такие вот очень социальные вещи. То есть у меня просто был в какой-то степени взрыв мозга, я не понимала вообще, куда я пришла, зачем я пришла. Абсолютно, конечно, да, другие ощущения, то есть пришлось перебарывать себя, пришлось как-то учиться и вот развиваться вот именно как учитель, как, ну, в какой-то степени оратор. То есть уметь говорить так, чтобы тебя слушали, слышали, что ты хочешь, ну и уважали. Угу. То есть... Ну вот ты вообще по натуре больше интроверт или экстраверт? Не знаю. Я до сих пор не могу для себя ответить на этот вопрос. Все, мне кажется, зависит от ситуации и от окружающих людей. То есть, когда я в какой-то большой незнакомой для меня компании, я тихонечко сижу в углу, так где-то с кем-то пару слов могу перекинуться, то есть больше веду себя как интроверт. Но если это человек, которого я очень хорошо знаю, или компания, в которой мне комфортно, я могу вести себя как экстраверт. То есть, ну, как бы такой вот у меня плавающий есть. Это как-то называется? Я сейчас, честно, не вспомню, как называются такие люди. А вот смотрите, вы, получается, мы были у вас первым выпуском. Да. Теперь у вас есть второй класс, четвероклассники. Да. И вот если сравнивать, кем легче было управлять? Ими сейчас или нами, шестиклассниками? Вами. Вами было управлять намного проще, потому что вы уже были взрослее. И в целом... Слово «управлять» — это сразу какие-то марионетки, которым кукловод. В какой-то степени может быть. Ну, по крайней мере, в каких-то ситуациях действительно же тебе приходится прям вот управлять и направлять их, куда двигаться. То есть с вами было попроще, потому что вы взрослее, и в целом, то есть вы понимали, если я замолчала и начала сверлить вас взглядом, лучше притихнуть и сидеть и молчать.
С ними пока это не работает. Они пока этого не понимают. Ну вот за вот это все время, которое вы были нашим классным руководителем, у вас же случались какие-то некие такие казусы, неприятные, наоборот, смешные, там, я не знаю, страшные, странные. Могли бы о них рассказать? Именно с вами? Да, именно вот, когда иногда хотелось там, прям, я не знаю, Страшно. позлиться на нас, или там, я не знаю, наоборот, повеселиться вместе с нами. Ну, повеселиться, позлиться, ой, тут надо вспоминать. Но смешные моменты, то, что мы съездили с вами с ночевкой к Лого, тогда в лагерь. То есть там тоже есть что вспомнить, и дискотека, и то, как вы переживали, подходили. Юлия Анатольевна, там, кажется, диджей выпил, он что-то пьет. И я помню, как мы с Терезой вас успокаивали, говорили, не переживайте, он не пил ничего, он просто всю ночь не спал, потому что он студент, у него сессия, он просто хочет спать, а он должен выполнять рабочие обязанности и как бы, быть вожатым для вас. Блин, честно, я даже не знаю, я не могу такого вспомнить. Ну, то есть веселого было мало. Знаете, где мало веселого? Опять такая подводочка получилась. Так, хорошо, давайте поговорим про нашу школьную лабораторию. Так. Вот у нас такой белой нитью сквозит рассказ о Breaking Bad во все тяжкие. И вот мне интересно, что самое дорогое есть в нашей школьной лаборатории? Вы как будто ее покрасили. Самое дорогое в нашей лаборатории — это наш лаборант Марина Ермоль. Ой, как мило. Да, она очень ценный сотрудник на самом деле, и вот Галина говорила, что она ангел, и она очень помогала, и она действительно очень помогает. Когда я начинала работу учителем химии, она тоже: Юля, вот тут вот будет такая-то тема, а вот смотрите, у нас есть такая-то возможность. Хотите сделать демонстрационный опыт? Я такая: да, хочу. То есть она подготавливала, привозила это все, и сейчас тоже. Да, вы на какой теме? То есть у нее все очень четко расписано. Она знает, какой учитель по химии, какой учитель по физике, у кого какие темы. То есть она прям очень за этим следит, и на самом деле это действительно очень ценный кадр в нашей школе, и я даже представить себе не могу, сколько бы уходило у учителей просто даже времени банально подготовить какую-то лабораторную работу, согласовать, кто во сколько будет проводить лабораторные работы. То есть Марина несет на себе вот эту вот часть работы, за что ей на самом деле огромное спасибо. Хорошо, это вот из человеческих ресурсов, а из природных ресурсов? Из природных ресурсов, у нас есть много разных химикатов, у нас есть оборудование, которое тоже стоит денег. То есть вот в этом году мы сделали такое большое обновление в целом разных IP-Wachendit по лоду Сайнет. Вот, поскольку было выделено финансирование в школе, то есть там и кабинет химии немножко освежился, скажем так, и какие-то лаборатории вещества тоже появились, и оборудование тоже. Посмотрим, как получится использовать с учениками или нет. Хорошо, ну тогда самый такой насущный вопрос. Почему у нас нету такого же химического душа, как в американских школах? Если что-то разлил на себя, ты под этот душ химический. На самом деле это требование любой химической лаборатории. То есть, допустим, в той лаборатории, где я работала, там был этот душ. Тут скорее стоит вопрос того, с какими веществами мы работаем. Понятно, когда мы находимся в химической лаборатории на производстве, там немного другой концентрации веществ, там другой уровень опасности. В школе все, что ученики используют, это все разбавленное, это растворы, то есть они больше направлены на то, чтобы ученик руками сделал и визуально увидел какую-то реакцию, которая будет контролируемой и которая не нанесет ему вреда. Поэтому в школе нету необходимости в этом душе. Но у нас и в кабинете химии, и в лаборатории есть раковина, то есть чаще всего у учеников страдают руки, и, соответственно, он быстро может подойти к раковине, открыть и промыть водой. То есть как бы такой вот локально у нас есть источник воды при необходимости, но такого большого душа у нас. Угу. Ну вот у меня, например, пару одноклассников себе пару дырок кислотой прожгли на одежде. Вот какие еще можно травмы получить, если не соблюдать технику безопасности? Можно получить порез.
На самом деле, потому что если, опять же, нарушаешь технику безопасности, ну или просто вот стечение обстоятельств, например, сегодня утром как раз было небольшое происшествие, но с ученицей ничего не произошло, она в порядке, но она нагревала пробирку, она правильно ее прогрела, все, потому что вначале там мы прогреваем всю пробирку, чтобы не было перепадов температур, чтобы она не треснула из-за этого. Но, видимо, в пробирке была микротрещина, и когда она уже начала нагревать то место, где у нее находились кристаллы, она просто треснула. И вот это все рассыпалось, и стекло, и, соответственно, ну, тут вот был риск, что она могла, допустим, и обжечься, потому что нагревала, и порезаться, но все в порядке. То есть бывали случаи, да, когда что-то вот прям в руках у ученика, он держит пробирку, и она просто начинает трескаться. То есть, ну, порез, ожог, это вот, наверное, такое самое распространенное, что у нас может быть. Остальное у нас все, по крайней мере, в рамках, в безопасных рамках. Вот как работает этот химический душ? Ну, просто тебе на кожу что-то попало. Оно же у тебя на поверхности кожи, и ты, получается, ну, либо полностью, либо, допустим, руку ставишь, и оно смывает. Просто банально смыть — это самое простое. Если там уже идет дальше химический ожог, к сожалению, ты тут ничего не сделаешь. Ну, только вот смывать, потому что у меня был опыт химического ожога, как раз когда я работала в лаборатории. Вот, то есть просто очень долго это все промывать, и потом можно наложить мазь, которая смягчает эти последствия ожога, и, ну, в принципе, все. То есть такое симптоматическое лечение. Да, да, то есть это не смертельно, это не как в фильмах, то, что кислота попала на руку, и все, у тебя руку всю разъела до кости, и там кости разрушилась. Нет, это так не работает даже с концентрированными веществами. Возвращаясь к Breaking Bad. То есть не работает это все. Ну, те, кто поняли, те поймут. В общем, хорошо. А вот как вы думаете, если бы вы не были бы учителем химии, то какие другие предметы вы бы вели? Может быть, так и осталось вести человековедение, условно, как я и начинала. А вот, наверное, больше и ничего бы и не смогла вести. Ну, может быть, математику. Но максимум до 9 класса, и гимназию точно не рискнула бы взять. Вот, да, наверное, человековедение, математика. Биологию не взяла бы, потому что все вот эти процессы, которые происходят внутри организмов, то есть я вот в школе училась, у меня так знания, в принципе, с уровня школы остались, хотя у меня был опыт, когда я в 7 классе вела биологию, но там были темы простые, то есть было попроще. Может быть, географию тоже, строение Земли, то есть можно было бы, климат, тем более, что по первому образованию там исконная технология, то есть климат, изменение климата, экологические проблемы, то есть это мне тоже знакомо. Ну, наверное, так, да, математика, география. А ведь вы же всяко ходили на различные замены, и вот Да. какие бы уроки вы бы вообще бы, не хотели бы никогда в жизни вести? Я бы, наверное, не хотела вести физкультуру. Потому что, мне кажется, в спортивном зале, где у детей есть способность просто условно носиться, очень сложно их организовать. То есть в классе, где есть парты, это немного проще. Ну и плюс в спортивном зале нужно очень громкий голос, там все-таки такое эхо, то есть сложно их перекричать. Категорически бы не хотела вести языки. Языки — это вообще не мое. Они мне со школы трудно давались. Вот. Историю тоже нет. Вот как-то социальные и вот предметы, ну, наверное, за исключением человековедения, языки, ну, вот совсем не мое. А вот физику, вроде бы она по соседству где-то стоит. Физику, у меня был опыт, когда я вела физику. Вот в тот год, когда я вела 7 предметов, я индивидуально с одной девочкой занималась физикой. В целом нормально.
То есть, поскольку по первому образованию я инженер-химик, в Таллинском техническом у меня было достаточно физики, у меня там была электротехника, и машинная техника, и сама физика, то есть очень много процессов, которые происходят, допустим, у нас в окружающей среде, мы рассматривали и со стороны химии, и со стороны физики, то есть там это все шло комплексно, поэтому физика меня так не пугает, но просто к ней не настолько лежит душа, как химия. Какой у вас любимый элемент в периодической таблице? Это должен был быть мой вопрос, Лёша. Глеб, хватит Я перебивать! помолчи. для этого вопроса сюда и пришел. Можешь уйти тогда? У меня нету такого любимого химического элемента. Ну как? Но они все, каждый по-своему индивидуален, собственно, как и ученики, поэтому тут сложно очень выбрать. То есть у каждого элемента есть и что-то хорошее, да, в каком-то смысле, но и что-то не очень хорошее. А вы вот когда-нибудь, вот вы сказали элементы как ученики, вы когда-нибудь сравнивали элементы и учеников? То есть что в них общего, что в них как бы... Вот, кстати, ни Чем разу они так похожи? не делала, только сейчас об А вот этом попробуйте задумалась. сейчас на нас с Никитой. Вот какой элемент Никита, какой элемент я. Ну вот у меня почему-то в голове все время инертные газы. Вот эта Инертные инертность. Ты инертность. Нет, я про учеников. Про учеников я бы не сказала, что ученики инертные газы. Инертные газы, они ни с чем не взаимодействуют. Ученики слишком много взаимодействуют, поэтому я бы не сказала. Некоторые ученики, они прям как активные щелочные металлы, просто воспламеняются просто при контакте с кислородом, поэтому тут очень так сложно. Вот, Лёша, ты, наверное, так сложно. У меня аж все элементы из головы вылетели. Ты какой-то явно металл. То есть ты точно не металл. Я думаю, что ты, наверное, похож на медь. Мгм. Вот, то есть ты такой, ты очень спокойный, ты устойчивый, в принципе, как и медь, но при этом при особых условиях ты можешь как-то вступать в реакции и взаимодействовать и работать. Окей, Вот. спасибо. А окисление это тогда что было? Ну, окисление это тоже вот как раз-таки, если медь окисляется, то есть если на Лёшу как-то повлиять, то он начинает реагировать. Есть некоторые моментики. Да, особенно есть два фактора, да, которые могут на тебя очень хорошо повлиять. Хорошо, тогда давайте следующую такую задачку экзаменационного уровня. Что тяжелее? Килограмм железа или килограмм перьев? Ну, Никита. Да, Никит. Нет, я просто Ольга не понимаю. Геннадьевна сейчас была в негодовании. Они равны по массе, да. Мгм. А чем вес от массы отличается? Вес это у нас относится к физике, и если я сейчас не ошибаюсь, надеюсь, у меня камни не полетят, это связано с силой, тяжестью и притяжением Земли. А масса это то, что вот мы на весах взвесили, это у нас масса. Вопрос. Человек науки, верите в гороскоп? Ой, сложный вопрос. Марта, ты как-то очень удачно попала в вопрос. Я 50 на 50. У меня последний год очень тяжелый стал по личным причинам, то есть эмоционально было тяжело, и я в поисках ответов на некоторые вопросы как-то немножко углубилась в вот эту всю астрологию и так далее, натальные карты, вот это все, и как-то мне это помогло немного разобраться в себе и лучше понять себя, как ни странно. Но вот эти вот гороскопы, которые пишут там в газетах или в интернете, это все ерунда. Я это все прекрасно понимаю. То есть это работает просто как психологический прием. То есть тебе вот закидывают информацию о том, что ну вот у дев сегодня будет хороший день, там прислушивайтесь к близким, там, к советам и окружающим, ну и ты себя настраиваешь на это, и день твой проходит хорошо. А если тебе сказали в начале дня, что у тебя день пройдет плохо, вас там обманут, обворуют, еще что-то, ну ты и будешь ждать от всех подвоха. То есть как бы вот такие вот гороскопы нет. А вот
то, что вот сейчас вот набирает популярность, тут очень Ну спорно. давай, ну хорошо, ну давайте тогда более конкретно. Кто вы по знаку зодиака? Я телец. Хорошо, ваш восходящий знак. То есть ты имеешь в виду вот этот асцендент? Асцендент, да. Я дева. Так, и ваша луна в... Без понятия. Мгм. Вот этого я уже не знаю. Я только знаю, что запомнила, по крайней мере, что я телец и что у меня асцендент в деве. Вот. У меня там еще есть какое-то странное положение, из-за чего я эмоционально холодная. Мгм. То есть вот это вот моя как бы Хорошо. главная проблема, скажем так, вот по натальной карте, но я уже точно не помню. Мгм. А вот у вас же 100% вы вели какие-то шумные классы. 100%. Вас вспомнить только. Например, мы, да. Вот приходя домой, вам тяжело сразу как-то сбросить с себя вот весь этот груз, который накопился на уроке? Поначалу, когда я только пришла работать в школу, было очень сложно. И у меня были тогда несколько очень сложных классов. Был один класс, который один раз меня довел прям до трясущихся рук во время урока, и я ушла за социальным педагогом, потому что я понимала, что я просто не могу уже вести урок, я просто не в состоянии. И вот поначалу было очень сложно, то есть я приходила домой, меня по-прежнему вот это вот эмоционально всю трясло, и было сложно. Сейчас мне стало легче, я научилась все-таки выстраивать вот эти вот границы и стараться оставлять работу на работе, меньше ее брать домой, ну плюс я не так, больше года назад я переехала, и я теперь могу заниматься созданием своего сада, обустраиваю свой дом, и это мне тоже помогает отвлечься, особенно вот работа в саду. Я вот жду не дождусь весну, когда можно будет наконец-то заняться цветами, садом и так далее. Мне надо идти. Фотофа. ПП Фотофа. Как видите, Лёша не выдержал эмоционального наплыва, который происходит у нас на подкасте. Ему нужно немножко времени проветриться и отдохнуть. И мы остались здесь тет-а-тет, и поэтому, давайте серьезно. Ваш любимый ученик? У меня нет любимого ученика. Хорошо, так, тут типа будет склейка, если правда. Вранье за кадром сидят. Конечно, прям по курсу. Лучше вопрос по поводу учеников тогда. Какие качества имеются у идеального ученика? Я думаю, как ни странно, это человечность, потому что сейчас большая проблема, что ученики, учителей, не то что за людей не считают, это слишком грубо, конечно, звучит, но очень так относится, что она там стоит, там что-то там вещает 45 минут, и, сейчас я ее потерплю 45 минут и пойду дальше. То есть есть ученики, у которых вот такое вот отношение. И поэтому, когда вот какие-то вот моменты отчаяния во время урока возникают уже, что ты понимаешь, что ты не можешь достучаться до кого-то, но при этом ты видишь других учеников, которые в их глазах ты видишь понимание, поддержку о том, что они такие: да не обращайте на него внимания, давайте мы пойдем дальше, он всегда был таким. То есть вот это вот, да, это вот помогает, это поддерживает, это, наверное, самое такое важное качество современных учеников, чтобы они могли понять о том, что учителя — это тоже люди, и нам тоже бывает тяжело, и у нас тоже бывают какие-то свои личные переживания, которые мы не можем им рассказать по понятным причинам, но они влияют на нас и на наше рабочее состояние. Угу. Смотрите, мы когда разговаривали за кадром как-то в одной из бесед, вы сказали то, что вы не знаете, например, как другие учителя, например, физики ведут свои уроки. Как вы думаете, если бы вы знали, как коллеги ведут свои уроки, по какому стилю, как бы вам это помогло лично в карьере, в профессиональном опыте, и как бы это поменяло бы ваше отношение к коллегам? В целом, это довольно-таки полезно иногда ходить на уроки к другим коллегам, даже по тем предметам, не которые ты сам ведешь, а может быть какой-то схожий предмет. То есть в начале карьеры
моего пути в школе, да, мне бы это очень помогло, потому что когда ты, в принципе, не знаешь, как подавать информацию, как работать с учениками, как себя вести, то есть это хороший обмен опытом. То есть ты тогда видишь, как можно, что работает, какой способ, какой не работает. То есть это хороший, на самом деле, действительно способ развития. И даже сейчас, вот когда уже вроде бы я 6-й год работаю в школе, все равно иногда интересно прийти к другим коллегам на уроки. Иногда это получается, и посмотреть, как они делают. Или посмотреть, допустим, интереснее всего даже делать так, что пойти на урок в тот же класс, в котором я тоже преподаю, и посмотреть, как они себя ведут у другого учителя. Вот, то есть у меня были случаи, когда мне говорят о том, что или я слышу там коллеги между собой обсуждают, этот класс, он натворил вот это, да они вообще кошмар, с ними невозможно работать, это ужас. А я такая, все. Они ко мне вот приходят в этом году, будет сложно, надо, значит, будет их как-то регулировать, как-то выстраивать четкие рамки, а я начинаю с ними работать и понимаю, что да нет, неплохой класс, да, может быть, по знаниям там нету тех, кто вот прям там на олимпиады пойдет и так далее, но такой хороший средний класс, с которыми можно работать, с ними можно поговорить. То есть мне, например, Никита, очень нравится работать в твоем 8 Е классе. 8 Е. Да. То есть поначалу действительно я их немножко побаивалась, потому что слышала разное о них, а оказались очень душевные, приятные ребята. С ними можно и поговорить, с ними можно и посмеяться во время урока, и при этом мы успеваем пройти материал. Но к другим учителям не ходила, допустим, к ним. То есть я не знаю, как они себя ведут у тебя на урок. Вот, то есть в целом обмен опытом учителей – это важно. Неважно, начинающий ты учитель или потом, то есть это как еще способ развития. Угу. Ну вот это для меня лично интересно, потому что мы вроде бы все учителя между собой коллеги, но при этом где-нибудь в офисе ты всегда знаешь, как коллега работает, какой он продуктивный, хороший ли он специалист или нет. А вот тут получается так, что у нас есть такое презумпция того, что мы все профессионалы. А вот может ли, например, какой-нибудь обзор урока, опыт посещения урока, наоборот, сформировать отрицательное представление о коллеге как специалисте, и может ли это повлиять, например, на дружеские отношения на работе? Можно ли быть коллегой, хорошим другом с коллегой, если он плохой специалист? Тут надо, на самом деле, разделять, скажем так, рабочие отношения и уже если это какие-то более дружеские отношения. То есть, к сожалению, я сталкивалась с такой ситуацией не напрямую, а за спиной некоторые коллеги говорили разные вещи, не конкретно про меня, а про более молодых коллег, что вот у них нет опыта, они ничего не знают, они не умеют объяснять, поэтому как бы знаний у вас нет. Вот, я не сумасшедший, это про дедовщину. Кто-то, первый гость, который подтвердил мою теорию. Но это не дедовщина, это другое, то есть это просто разговор за спиной. Это как бы было, до меня доходили эти разговоры, ко мне это приносили информацию ученики. Угу. И они такие, а вот знаете, а вот такой-то учитель вот такое вот говорит. И там, допустим, вот про вас вот такое вот сказали, на что я говорила, хорошо, учитель, как бы каждый человек имеет свое мнение, то есть как бы я это обсуждать не буду. Но это же красный флаг. Да, но я в это никак вообще не подрывалась поддерживать этот разговор, то есть я его пресекала, и была ситуация, когда я настолько устала слышать о том, что вот там кто-то себе такое позволяет, я пошла и поговорила с заучем на этот счет. Что вот мне поступила такая информация, вот так-то, что можете, пожалуйста, поговорить тоже, потому что, это как бы такого быть не должно. Но есть определенная профессиональная рабочая этика, которую нужно соблюдать. То есть это нехорошо, и когда учителя обсуждают учителей с учениками, и когда учителя учеников как-то обсуждают за спиной не в плане какого-то рабочего процесса, да, там, а в каких-то уже более таких немножко личных. Угу. То есть и то это некорректно. Такого быть не должно.
Как мы видим, Алексей вернулся, он восстановился морально и физически, и теперь продолжает с нами вести передачу. И вот такой вот вопрос, перед тем, как мы перейдем к нашим типичным рубрикам. Вот я чем больше учусь в университете, в магистратуре на учителя, тем больше я понимаю, что для того, чтобы быть хорошим учителем, в принципе, нужно быть хорошим человеком, потому что работа учителя подразумевает эмпатию, сдержанность эмоциональную и физическую, как мы видим, ну, иногда бывают вообще какие-то жесткие перегибы по новостным заголовкам. В принципе, любовь к детям и понимание этих детей. Вот как вы считаете, вот можно ли быть плохим человеком, но при этом быть хорошим учителем? Я думаю, да. Если ты, опять же, умеешь разделять какие-то свои личные и рабочие, да, качества, то вполне. То есть, тут еще такой момент, что значит плохой человек. То есть это такое понятие очень обширное. Плохой, убийца в тюрьме сидит, он плохой, убийца человека, да, он плохой, он сделал плохой поступок, но, может быть, не знаю, он действительно там как-то умеет проявлять эмпатию, он хороший слушатель, он хороший собеседник и может сопереживать друг другу, да. Да, но он действительно совершил ужасный поступок, недопустимый, то есть убил какого-то человека. При этом кто-то другой может быть там волонтером, спасать животных, там еще заниматься какими-то хорошими делами, но при этом постоянно делать какие-то пакости другим людям, подставлять, обманывать, опять же, строить какие-то козни и сплетни. То есть тут вот это вот понятие плохой и хороший человек, оно очень такое. Ну вот у меня метафора такой, как пружины, которая, получается, можно себя сдерживать на работе, но ведь невозможно быть все время вот под этим давлением, и где-то да. пружина обязательно где-то, отпустится. И у меня был момент, когда я поняла, что я сломалась, и все. И я больше не могу. И это был период, когда я вот и работала, и получала второе образование уже педагогическое. То есть был перегруз, и я поняла, что все, я не могу. То есть там у меня случился нервный срыв, и все. Мне после этого, на самом деле, в какой-то степени я до сих пор себя в каких-то моментах не смогла собрать обратно. А вот какие методики помогали выйти из этого негативного состояния? Оставлять работу на работе, то есть условно махнуть рукой, и там вот лежит пачка тетради или работ, которые надо проверить. Нет, это все остается на работе, я домой не беру, дома я буду отдыхать. Там дома. Даже просто сидеть, листать вот так вот видео, смотреть, но работой я дома заниматься не буду. Домашний питомец был, кошка у меня была, вот, тоже как антистресс, когда придет, помурчит, ты ее погладишь, то есть помогала. Спортзал. На самом деле, вот занятия спортом, да, я 3 года уже почти хожу регулярно в тренажерный зал, то есть это тоже помогает снять вот это напряжение в теле и в мышцах, которое накапливается, подтягать тяжести. Когда замечаешь в спортзале ученика, еще усерднее начинаешь иногда делать, потому что вспоминаешь, как он себя вел на уроке, и добавляется сил, которые можно выплеснуть. Вот, то есть, как такие довольно-таки базовые вещи, которые говорят психологи, которые на уроке человековедения тоже говорят о том, что отдых, занятия спортом, правильное питание, да, желательно найти еще какое-то хобби, которое будет тебя вдохновлять. Вот сейчас, вот, как я уже говорила, вот, за развитие моего собственного сада, то есть мне вот помогает. Прям вот весной мне очень хорошо в прошлом году стало, первый год, прям прилив энергии. Ну вот давайте тогда нашу уже всеми полюбившуюся рубрику «Норм или стрём». И давайте так, норм или стрём путать степень окисления при написании химических реакций? Стрём. Стрём. Мы как раз сейчас с 8 классами начинаем эту тему. Одна из самых сложных тем 8 класса, поскольку надо уложить в голове вот эту систему, и, конечно, да, непозволительно путать степень окисления у элементов. Норм или стрём писать работы с телефоном на 3? Для основной школы норм, для гимназии стрём. Да, те, кто у меня... хотя этого правила уже нету.
У меня была практика, я разрешала на 3 писать с телефоном, пока еще не было искусственного интеллекта. Ну, есть ученики, кому совсем это не дается, поэтому да, была такая возможность, но с этого года такой возможности нету. Можно на 3 только с конспектом и учебником. А вот мне интересно, вот если я знаю то, что ИИ отлично пишет работы по истории, а вот химические реакции на школьном уровне, он допускает там какие-то галлюцинации, ошибки или Да. нет? На самом деле, по крайней мере, ChatGPT, ну, он более популярен, он делает ошибки в химических реакциях, он решает задачи не в том порядке и не в том алгоритме, в котором мы их решаем. То есть вот иногда на уроках я ради любопытства ученикам разрешаю, типа, посмотри, как эту задачу решить чат GPT. То есть мы вот разбирали ее на доске, спроси у чата GPT. И то есть мы сравниваем решения, и девочка сидит, и она такая, а вот GPT так решил, а он взял там и малярную массу подставил, приравнял ее к массе и через нее считал. Ответ вроде бы получился тот же, но мы так не считаем, то есть так нельзя считать. Вот, то есть чат GPT делает ошибки и очень часто, и это сразу на самом деле видно, когда ученик пишет с чатом GPT. Угу. Норм или стрём число Авогадро называть авокадо? Я не знаю. Тут сложно ответить, потому что когда ученики запоминают это через авокадо, это хорошо. Это такая забавная ассоциация, которая помогает им запомнить. Конечно, с точки зрения уважения к Амадео Авогадро, это стрём. Но как способ запомнить, это норм. То есть мнемоника топ. Норм или стрём задувать спиртовую горелку? Спиртовку. Она называется спиртовка, да, стрём. И я за это отстраняю от лабораторных работ. И было такое, кстати, в классе Лёши. Это был не Лёша, но один из его одноклассников задул спиртовку, и я его отстранила до конца года от лабораторных. А почему нельзя? Да потому что... Давай, вот, Лёша, давай, я вам это все объясняла. Потому что там же спирт остается на вот этой штучке, которая фитилек. Если ты его дунешь, то огонь вместе со спиртом может как бы полететь. То есть ты спирт можешь сдуть, да. И попадет вот этот огонь, и как бы если она вот так стоит на столе, ты дуешь, она попадает на цветок, цветок теперь воспламеняется. Классно, потому что мне сказали, просто нельзя, отстранят на целый год, но не объясняли почему. И вот мне кажется, вот эта задача учителей объяснять, почему запрет появился. То есть ты должен всегда объяснить, что это тебе самому будет опасно так делать. Это как нельзя кидать. А не просто цепление. потому, что мы запрещаем это просто, чтобы запретить. Норм или стрём не знать конфигурацию каких-то, вот это, когда мы пишем электронную схему элементов. В целом норм, то есть ты не должен знать ее наизусть, конфигурацию абсолютно всех химических элементов. Зачем Микола будете? Я скоро, девочки, я скоро. Может, 15:30. Ну, чуть-чуть задержалась, сейчас. 5 минут. Ладно. Не снимай. Ты не должен знать все наизусть, ты должен уметь, видя, где находится химический элемент, написать ее. То есть ты должен понимать, как пользоваться этой таблицей. Поэтому знать не обязательно. Норм или стрём опаздывать на пару минут? В целом стрём, то есть опаздывать нехорошо, то есть надо уважать время других людей, но, опять же, в школе у нас бывают разные ситуации, когда иногда приходится задерживаться по той или иной причине, там либо ученика в медпункт надо отвезти, либо ты в столовой сидишь за своими учениками и можешь задержаться, либо кто-то из коллег тебя в коридоре поймал, обсудить какой-то вопрос. То есть очень часто у нас какие-то вопросы, они просто решаются на бегу, пока ты идешь по коридору или по лестнице. Угу. Вот поэтому иногда, не на постоянной основе, а иногда на пару минут, да, опоздать, нормально. Но в целом нет. Норм или стрём ученикам запрещать сидеть на уроке в телефонах, но во время контрольной самому сидеть в телефоне? Стрём. В
целом на уроке, когда учитель вот прям перманентно сидит в телефоне, это как бы, неправильно. У меня бывает, что я тоже могу взять во время урока телефон, если вижу, что мне пришло какое-то сообщение, на которое мне надо отреагировать. Да, то есть бывают разные ситуации, но в целом, то есть постоянно сидеть в телефоне, там смотреть какие-то видео или читать какие-то посты, нет, это строго. Мгм. Ну, давайте тогда нашу любимую рубрику. Блиц-вопрос. Топ-3 ваших любимых фильма, сериала. Кстати, недавно понял, что еще у многих мультсериалы, мультфильмы. И вот. Вы choose your fighter. Да. Топ любимых фильмов. Ну, «Пираты Карибского моря». Если можно мультфильмы, то тогда «Шрек». Один из моих любимых мультиков. И вот третий, наверное, это мой любимый фильм детства «Няньки». О, та сцена, где они переезжают в машину. Да. Ой, вообще класс. Няньки эти, которые где- большие, волосатые, да. Вот это, да, бодибилдеры, это которые прикольно. стали нянькой для... Два близнеца-бодибилдера стали нянькой для двух других близнецов. Близнецов. Да, это вот я в детстве просто Да, засматривалась да, с этим прикольный. фильмом. Так, сериал, да. Вот с сериалами чуть сложнее. Ну вот один из любимых — это «Теория большого взрыва». О, И, наверное, на этом все. Иногда смотрю корейские дорамы. Вот. То есть, тоже разные. Могу какие-то пересматривать, которые мне вот навевают ностальгию школьных лет, потому что я тогда вот первый раз увлеклась и узнала, что такое вообще корейская дорама. И, в принципе, дорамы, то есть могу какие-то пересматривать, но так любимых нету. А так, наверное, больше таких сериалов и особо нету. То есть, что там еще было? Книги. Вот с книгами сложно. Мне в последнее время стало очень сложно читать, и на книги мне не найти вот прям так целенаправленное время. Наверное, одна из последних книг, которую я сейчас потихоньку читаю, это «Хюге. Как создать комфортную и уютную атмосферу дома». То есть как раз для меня это актуально, поскольку стараюсь обустроить свой дом. И сейчас много еще читаю про садоводство, естественно. И тогда вот специально для вас вопрос. Топ-3 любимых элемента периодической таблицы. Я уже говорила, что у меня особо нету таких любимых химических элементов. Не знаю. Сложно. Может быть, по свойствам, если смотреть, пускай будет ртуть, потому что она отличается от всех металлов. Наверное, платина. И, если взять что-нибудь из газообразного, водород. Пускай будет так. Спасибо. ну и на этой ноте мы с вами закончим. Желаем, чтобы вы были прекрасными людьми, прекрасными учениками, прекрасными во всех своих начинаниях. И желаем вам хорошего остатка дня, хороших выходных, хороших оценок, хороших учеников, высоких крепких нервов. И на этом все. Всем до встречи, всем до свидания. Учите химию.